Привет, друзья! Безумно по вам скучали. Как обычно, собрали для вас самое интересное и обсудим в ближайшие минуты. Всем привет, меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Казахстанский боец Евгений Ембердиев проведет бой с бывшим файтером UFC Максимом Гришиным на турнире ESA 186, который состоится 10 мая в Санкт-Петербурге. По словам Егимбердиева, поединок обещает быть жарким, но о титуле он пока не думает. Если, говорит, будут победы, иншаллах, титул придет. Пока задача зарабатывать для семьи. Про UFC уже не мечтаю, говорить. Напомню, Егимбердиев и Гришин выйдут в мейн-карде одного из главных турниров ACA в этом году. Накануне поединка между бойцами Марифом Пираевым и Фанилем Рафиковым завязалась небольшая словесная перепалка. Мариф выразил мнение, что в Казахстане у него фанатов больше, чем у его оппонента, и подчеркнул, что оба они дерутся на нейтральной территории. На это Фаниль ответил эмоционально, отметив, что вне зависимости от национальности он считает Казахстан своей родиной. Рафиков родился, вырос и сформировался именно в этой стране, в Павлодаре. Фаниль заявил, что количество болельщиков не повлияет на результаты встречи, ведь на ринге они будут только вдвоем. Он подчеркнул, что находится в отличной форме, приехав специально на подготовительные сборы и готов выйти на бой. Завершая свою речь, он дружески посоветовал Марифу оставить тему фанатов и готовиться к настоящему бою 13 июня. Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что планирует закончить поединок с Джеком Делла Маддалене в пределах 3 раундов, друзья. Еще один парень с двузначной победной серией. Еще один парень, который, как они думают, может побоксировать меня. Я выйду туда, покажу ударку Канело, и мы победим его за 3 раунда, заявил Мухаммад. Титульный бой в полусреднем весе станет главным событием номерного турнира UFC 315, который пройдет 10 мая в Монреале. А за кого вы болеете, пишите в комментариях, друзья. Неожиданные решения, апсеты и нокауты. Как в Алматы прошел турнир на ИЗА-72? В субботу, 3 мая, во Дворце спорта имени Балуана Шолака прошел турнир на ИЗА-72. В главном бою вечера состоялся титульный бой в тяжелом весе. Чемпион из Чечни Хусейн Адамов провел первую защиту боя против казахстанского бойца Ирлана Шакишева. По итогам 5 раундов судьями была зафиксирована ничья, поэтому пояс остался у Хусейна. А в соглавном событии вечера произошел большой апсет, друзья. Известный актер кино и боец Даулет Усербай сразился с российским бойцом Андреем Ушумастером Ефимовым. К большому сожалению казахстанских болельщиков, Ефимов нокаутировал Усербая уже на 1-й минуте 1-го раунда. После поединка в клетку вошел Мухаммад Персхейбати, который неоднократно заявлял, что хочет подраться с победителем этой встречи за пояс БМФ. Президент лиги Нурбек Карабалла провел стейрдаун между Андреем и Мухаммадом, пообещав им возможность сразиться за специальный титул, которого разработали. Помимо этого, на турнире также выступили бойцы из Узбекистана, Китая, Таджикистана и Кыргызстана, порадовав болельщиков своими красивыми выступлениями. Если вам что-то понравилось, то обязательно делитесь в комментариях, друзья. Бывший претендент на титул UFC в легком весе Арман Царюкян объяснил, как экс-чемпион UFC в полулегком весе Илья Тапурия может победить обладателя титула UFC в категории до 70 килограмм Ислама Махачева в легком весе. За счет чего Тапурия может составить конкуренцию Исламу? Он низкий, будет тяжело проходить ему, сильно бьет, на ногах стоит хорошо. В любой момент может нокаутировать Ислама. Думаю, если он попадет, он уронит Ислама, но не думаю, что Ислам будет подходить на его дистанцию. Он будет издалека работать, расстреливать, так сказать, его. Когда Тапурия будет подходить своими руками, он будет его переводить, пытаться клинчевать. Приводит слова Царюкяна портал Спорт24. Барас Файтинг кинул на мат. Об этом заявил глава кулачной лиги Намат Файтинг Мухамеджан Кунуспеков. Со словами Мухамеджана согласились и ряд казахстанских файтеров, которые имели дело с Ерболом Базарбаевым. В их числе Жуман Жумабеков и Еркебулан Тохтар. Сам же Ербол позже дал ответ на эти обвинения. Однако комментарии к постам скрыл. В бою Канело Альварес Уильям Скал мексиканец выбросил 152 удара за 12 раундов, а попал всего 56. То есть он выбрасывал в среднем 12-13 ударов за раунд. Это один из самых низких показателей в истории бокса, друзья. На этом у нас все, друзья. Увидимся с вами в четверг. Всем пока. И не забывайте подписываться и писать комментарии.